Первым объектом, который посетил премьер-министр Абхазии, стала центральная районная больница в Ткачале, которая была построена еще в 50-х годах прошлого века. Проект реконструкции предусматривает капитальный ремонт и строительство 4 отделений больницы – терапевтическое, хирургическое, акушерско-гинекологическое, педиатрическое. Кроме того, здесь предусмотрена и поликлиника. Здание многопрофильной больницы рассчитано на 49 койко-мест. Каждая палата будет оснащена новым необходимым для стационарного лечения оборудованием. На данный момент уже проложены все коммуникационные системы, подведено электро- и водоснабжение, ведутся отделочные работы. Вскоре приступят к монтажу лифтового оборудования. На сегодняшний момент ведутся отделочные работы. Если в процентном соотношении брать по отделке стен кафелем, у нас сделано процентов 80 работ по всем 3 корпусам. Вентиляция по всем 3 корпусам завершена, осталось только подключение. По слабым токам через 2 дня все 3 корпуса полностью будут завершены. По оповещению пожаротушения датчики по всех 3 корпусах установлены. Затем премьер-министр посетил детский сад в городе Очимчира, который строится с нуля, и после сдачи в эксплуатацию сможет принять около 100 детей. Общая площадь дошкольного учреждения свыше 2000 квадратных метров. Строительство было начато в 2017 году, и на сегодняшний день большая часть работы уже выполнена. Сметная стоимость проекта составляет 129 миллионов 617 тысяч рублей. У нас остается фактически покраска, все сети мы уже провели, сделали вода, канализация, электрика, вентиляция, слабые токи, то есть все эти работы уже выполнены, все стены заштукатурены, зашпаклеваны под финиш. Освоено на сегодняшний день у нас в районе 87 миллионов. В числе осмотренных премьер-министром строящихся объектов в Очимчирском районе также средняя общеобразовательная школа в селе Тхина. В двухэтажном здании образовательного учреждения будут располагаться 14 классов, среди которых появятся и специализированные кабинеты химии и труда. Строительство школы в селе Тхина имеет большое значение для развития села. Появление нового современного учебного заведения станет хорошим стимулом для того, чтобы в селе оставалось как можно больше молодежи. Если ранее в школе обучались около 85 учеников, то теперь число учащихся составит 120 человек. Все идет по графику. Осталось территорию подготовить, плитку положить бордюрную. Я думаю, что к сентябрю обязательно ученики будут уже учиться в этой школе. Помимо самих классов, лаборатории, библиотека, столовая, предусмотрено спортзал. Подводя итоги поездки, премьер-министр Валерий Бганба обратил внимание представителей подрядных организаций на необходимость сдачи и введения в эксплуатацию всех объектов в намеченные сроки. Что касается школы и детского сада, то они должны распахнуть свои двери уже к началу нового учебного года. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.